Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Данная консультация предусмотрена для тех из вас, кто планирует обучение по направлению документоведения и архивариения, профиль документоведения и документационное обеспечение управления на заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и решил сдавать, соответственно, вступительные испытания по основам документоведения. Меня зовут Шаисламов Альберт Рамилевич, я являюсь руководителем основной образовательной программы по документоведческим направленностям, и мы с вами как раз рассмотрим основные моменты, связанные с вступительными испытаниями, да, с подготовкой к сдаче, соответственно, тестов по основам документоведения. Вступительные испытания предусмотрены в виде тестирования в дистанционном формате. Количество вопросов, которые предусмотрены в тестах, 25. Как вы видите на данном слайде, да, представлена структура тестовых заданий, на что прежде всего необходимо обратить внимание при подготовке. Это такие разделы, как введение в документоведение, системы, различные системы документации, понятия и документа, его сущность, его функции, также различные типы и виды документов. Кроме того, необходимо обратить внимание на такие разделы, как способы и средства документирования, различные типы и виды классификаций, хранение документов. В целом рассмотреть, естественно, при подготовке раздел «Документная деятельность», формуляр, реквизиты документа. Ну и, конечно же, основы организации и технологии документационного обеспечения управления. Минимальное количество баллов, которые абитуриенту необходимо набрать, это 40 баллов. Обратите внимание, что вступительные испытания будут проходить в течение 60 минут, то есть не более часа, и дается всего лишь одна попытка. Для тех, кто поступает для поступающих с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается увеличение сдачи испытаний на 1,5 часа. Естественно, при наличии соответствующих подтверждающих документов. Далее, здесь на данном слайде мы рассмотрим с вами также такие моменты, да, что поскольку форма сдачи дистанционная, естественно, будет направлена каждому на почту логин и пароль для первого входа в систему. Соответственно, для того, чтобы удостовериться, что вы получили логин и пароль, свой логин и пароль, необходимо внимательно просматривать свою электронную почту, поскольку рассылка она происходит одномоментно, и просматривать необходимо, да, чтобы все папки своей электронной почты. Не попала ли, например, она в папку спам, если вы не можете найти данное письмо от приемной комиссии. Последующее посещение сайта и своего рабочего кабинета по своим паролям, в последующем вы рекомендуется менять свою учетную запись при первом входе. Далее, обратите внимание, пожалуйста, в момент перед каждым вступительным испытанием, экзаменом необходимо сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где будет видно лицо абитуриента, и также для идентификации необходимо будет также продемонстрировать главный разворот паспорта, чтобы было видно и фотография, и четко фамилия, имя, отчество
абитуриента. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, еще раз говорю, да, то есть в течение часа. И у вас, напоминаю, есть только одна попытка. В конце данной консультации вы можете ознакомиться также пошаговой инструкцией по сдаче вступительного испытания. Расписание вступительных испытаний вы можете просмотреть на сайте приемной комиссии по данной ссылке адресной. Соответственно, на данном слайде вы как раз видите, какой документ вам необходимо найти. Далее, расписание вступительных испытаний вы видите на данном слайде. Да, желтым здесь обозначена наша с вами дисциплина «Основа документоведения», где вы можете заранее ознакомиться также и с программой на данное вступительное испытание, с датой консультации, поскольку именно в это время вам необходимо будет выйти, соответственно, на связь со мной как с руководителем данной программы. Да, и здесь вы видите также те сроки, соответственно, да, кто подавал документы в соответствующие дни, и в соответствующие дни он, соответственно, необходимо, да, дата экзамена внимательно, да, вот можете увидеть. Как подготовиться к сдаче вступительных испытаний, вы можете посмотреть по программе вступительных испытаний. Да, и на данном слайде вы также видите, как на сайте приемной комиссии, да, вы можете найти данный документ. На что прежде всего необходимо обратить внимание. Да. По программе вы можете увидеть те требования, да, как по содержанию, так и по техническим требованиям к сдаче вступительных испытаний. Это наличие устойчивой интернет-связи, это наличие технических средств, соответственно, да, чтобы в момент сдачи у вас не было проблем с подключением. Далее, здесь вы видите также перечень разделов, да, для подготовки сдачи более-менее детальной, да, то есть о том, о чем мы уже с вами до этого также успели проговорить. Да. То есть такие разделы, как документы и его функции, способы документирования, средства документирования, материальные носители документированной информации, свойства и структура документированной информации, да, комплексы документов, документные ресурсы и все, что необходимо для подготовки, да, вы вот здесь можете внимательно изучить. На данном слайде мы можем с вами рассмотреть также пару примеров, да, то есть, соответственно, тесты носят закрытый характер, то есть из 4 предложенных вариантов вам необходимо выбрать один правильный ответ. Как вы видите, тесты несложные, при соответствующей подготовке, да, то есть можно изучить данную дисциплину. Вот. Контакты мои вы видите на этом слайде. Прежде всего, запишите, пожалуйста, мои контакты телефона, да, номер телефона, поскольку в день консультации вы сможете по мессенджеру WhatsApp, да, соответственно, выйти со мной на связь и получить дополнительные разъяснения, более детальные консультации, да, по вопросам поступления. Кроме того, на данном слайде
Здесь представлены также ссылки и контакты приемной комиссии, да, в том случае, если у вас возникают какие-то вопросы и сложности технического характера, да, соответственно, вы можете по этим контактам связаться с консультантом. На этом, уважаемые абитуриенты, мы с вами завершим консультации. Спасибо за внимание. Желаю вам успешной сдачи предстоящих вступительных испытаний. Еще раз напоминаю, в конце у вас будет пошаговая инструкция по сдаче вступительных испытаний. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главный, разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.